Легенда о чак-чаке и о кольце. Мне рассказали легенду про чак-чака, почему это блюдо так называется и почему оно такое популярное. Откуда появилось кольцо? В древние времена лучники были одним из самых важных воинов. Для лучника ключевыми были указательные и средние пальцы. Ими он натягивал тетиву. Когда лучники возвращались с поля боя, они показывали эти два пальца, чтобы доказать, что они остались живы, победили, способны сражаться. Англичане, захватившие полмира, присвоили этот жест себе. Два пальца в форме буквы «В» стали символом победы – «Victory». Но изначально жест означал «оба пальца целы, мы победили». Если лучник попадал в плен, враги отрубали ему эти пальцы, чтобы он больше не мог стрелять. Даже если его позже обменивали, он уже не мог ни воевать, ни обучать молодежь. Чтобы защитить пальцы, лучники стали носить железные кольца. Кольцо помогало цеплять тетиву, и с ним можно было выпустить 100 стрел вместо нескольких. Так появилось слово «юзек». «Юз» – это 100, в переводе с татарского, «ук» – стрела. По правилам татарского сингармонизма, гармонии гласных «юзук» превратилась в «юзек». Кольца стали символом чести, а позже украшением. Жены и возлюбленные лучников тоже начали носить их в знак верности. Теперь, надевая кольцо, помните – вы чтите память великих предков воинов, лучников. История чак-чака страшная, но правдивая. Слабонервным лучше не смотреть далее. Если решитесь, помните, это всего лишь легенда. Давным-давно татары проиграли жестокую битву. Множество лучников попало в плен. Враги оставили их в живых, видимо, были планы по обмену пленными. Но по законам войны решили изувечить их навсегда. Отрубали пальцы. Говорят, во вражеском лагере звучало чак-чак-чак-чак. Это падали отсеченные пальцы. В память о трагедии стали готовить чак-чак. Его форма напоминала пальцы, а название тот самый жуткий звук. Теперь, пробуя чак-чак, помните, это не просто сладость, а история, выкованная в боли. Когда дарят чак-чак, татары отдают дань воинам, боровшимся за свободу. Легенды живут в словах, кольцо и чак-чак – напоминание о мужестве и цене побед. Если история понравилась, пишите в комментариях. Если нет, ставьте лайк. Спасибо.